Всем привет, дорогие подписчики! Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте его своим знакомым. Хотела вам рассказать про катастрофическую ситуацию с детскими садами в Германии. У меня 4 детей, 3 старших детей ходили в детский сад в России. И, по крайней мере, раньше я никогда не знала никаких проблем с детскими садами, потому что сады работали с моими старшими детьми с 7 до 19. То есть я успевала прекрасно и поработать, там, и даже в магазин забежать, и все такое прочее. И ребенок, я знала, все время под присмотром, все нормально, там трехразовое питание, и играли с ними, и занимались, и все такое прочее. Здесь это просто, я не знаю, это какой-то кошмар. Во-первых, в детские сады очень сложно попасть. Нужно регистрироваться прям с рождения. Ну, в принципе, у нас в Подмосковье тоже надо было регистрироваться в детский сад прям с рождения, потому что тоже была большая очередь. Вот. Но здесь ты как бы регистрируешься, и не факт, что ты попадешь. То же самое, ну, с очередью, в общем, понятно все. Окей. Предложили нам место в детском саду в центре города, как бы достаточно далеко от нас. Но я согласилась. Вот. Но сад работает. Вообще по расписанию должен работать с 7:30 до 17 часов. Но этот сад уже, наверное, целый год работает с 8 до 16. То есть, представляете, да? Даже если с 7:30 до 17. Как вот, если мама работает, как ей успевать? То есть, это нужно обязательно, чтобы кто-то помогал. Вот. То есть, ты не успеешь в любом, даже если ты с 8 до 17 работаешь, как ты можешь ребенка забрать? Ты его не успеваешь забрать. Вот. А с 8 до 16 это вообще какая-то катастрофа. Плюс, мало того, что они так работают все время на постоянной основе, так они периодически еще закрываются на целый день или на полдня. То есть, вот, допустим, вот на прошлой неделе в пятницу у них опять случился персонал Мангель, опять там мало народу, в общем, некому работать. Пообъединяли группы и попросили с обеда забрать. И все мигали вообще, что все работают, как бы, ну, неожиданно. То есть это нужно как-то... Это надо быть очень сильно стрессоустойчивым, чтобы в таких условиях быстро принимать решения, что-то придумывать, кого-то находить, чтобы кто смог посидеть с ребенком. А в понедельник на этой неделе детский сад вообще не работал. Но это было запланировано. У них там какой-то педагогический день или что-то такое, типа того. Вот. И такие вот дни педагогические у них как минимум раз в квартал. Ну, естественно, они не работают там на государственные праздники, там на какие-то еще брюкентаги и так далее. То есть сад вообще прекрасно себя чувствует. В том плане, что никто не напрягается, не перенапрягается. Чуть что, сразу звонят родителям, мол, заберите с обеда. Заберите с обеда. Класс. Потом, я не знаю, вот у меня ребенок, на самом деле, достаточно спокойный. Вот. И он поначалу, да, понятное дело, болел, температура была. Вот. Но мы уже ходим больше года в сад. У него уже выработался иммунитет. Но все равно мне периодически звонят и говорят: заберите ребенка, у вас ребенок типа болеет. У него там какие-то пятнышки красненькие. Мамочка, приходите со справкой от врача. А то, что ребенок спокойно играется, ну, понятно, что он не болеет. А пятнышки эти, это может быть у него реакция на шоколад или укусы насекомых. И вот так вот они постоянно, они минимум раз в месяц мне постоянно вот звонят и говорят: заберите ребенка, типа у него подозрительные там какие-то пятнышки. Ну, что это такое? Как это называется? Скажите мне, пожалуйста, дорогие подписчики. Вот у вас такая же ситуация с детскими садами? Или это только нам так везет? Может быть, я просто зря вот так вот на систему наезжаю? Может быть, это просто нам не везет?